Собака действительно друг человека. Такое мнение высказали сотрудники реабилитационного центра. Хаски-терапию в Нерингре проводит клуб любителей ездового спорта «Белый ветер. Снежные псы». Необычный проект действует в реабилитационном центре второй год. Суть заключается в преодолении больными детьми психологических барьеров, раскрепощении и адаптации в социальной среде. В течение нескольких часов дети общаются и играют с собаками. На такой терапии побывала и Тамара Игнатьева. Кинологи клуба любителей ездового спорта и их питомцы сегодня долгожданные гости реабилитационного центра. Их здесь любят и ждут. Ну а для них самих подобные визиты только в радость. Девиз нашего клуба – 100 добрых дел для нас не предел. И это небольшие слова, это факт. Ездим по социальным учреждениям. Голубоглазые друзья маленьких пациентов приходят в центр раз в месяц. 6-летний Денис, у которого есть проблемы с речью, проходит реабилитацию не первый год. Для него встреча с хаски словно праздник. У мальчика есть уже свои любимчики. Мне понравились собаки Кора и Персик. А почему они тебе понравились? Ну потому что я люблю. А какие они? Хорошие. Хаски-терапия используется при таких недугах, как ДЦП, аутизм, неврозы, депрессии, гиперактивность. Она способствует развитию умственных и эмоциональных способностей детей. Ее применяют также при поведенческих нарушениях, задержках речи и психического развития. Любые положительные эмоции дают большой терапевтический эффект. Поэтому мы очень благодарны нашим друзьям за то, что они к нам приходят, за то, что они нам помогают. И все средства реабилитации, они хороши, если дают результат. Такой результат мы видим вот и от собак, конечно. Родители считают, что хаски положительно влияют на детей с ограниченными возможностями слуха и речи. Бесспорно, что общение с четвероногими друзьями помогает детям преодолеть страхи и снять стресс. Прекрасные, собачки красивые, детям нравится. Главное, чтобы им интересно было. И как раз курс лечения также, можно сказать, помогает им. Дети с проблемами слуха и речи, в обычной жизни ведущие себя сдержанно и закрыто, здесь, не стесняясь, вовсю общаются с собаками. И удивительно, сразу получают отклик четвероногих друзей. Дети и животные прекрасно находят общий язык. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри.